демонстрантки людьми в балаклавах на ультраправом марше в Тампере. По мнению полиции, закон можно изменить, чтобы снизить порог для запрета масок. Сейчас их использование запрещено только при явном намерении применить насилие. Полиция расследует уже 3 случая избиения, нашествия движения «Сине-черные». Lичности некоторых подозреваемых установлены. Sanoisin vaan sen, että aika paljon saattaisi tulla tehoa lisää, jos poistetaan sana ilmeinen. Mm. Eli sen verran olisit valmis muuttamaan lakia. Kyllä, jos poliisilta kysyttäisiin, niin tämän verran voitaisiin ainakin tehdä, koska se on muuten tosi nätti ja toimiva tunnusmerkki. Eli Хельсинский городской совет примет решение сегодня, прекратится ли полностью автомобильное движение на улице перед центральным вокзалом. Вместо автомобильных дорог хотят проложить 4 трамвайных пути. Также там в будущем будет проходить скоростной трамвай в Западный порт. Подъезд автомобилей к поездам будет разрешен в ограниченном порядке. По предварительным оценкам, этот проект обойдется в 40 миллионов евро. Территорию вокруг центрального вокзала хотят сделать более комфортной зоной, которая станет визитной карточкой Хельсинки. Американский сервис доставки еды Uber Eats начал сегодня работу в Финляндии. Служба доставки еды компании Uber, известной своим сервисом такси, запускается сначала в Хельсинки. В течение месяца компания планирует расшириться также в Эспо и Тампере. В Финляндии бизнес доставки еды уже длительное время контролирует Wolt. Foodora прекратила деятельность в феврале, но региональный директор Uber Eats считает, что спрос на услуги доставки очень высок. И о погоде на завтра. В четверг в северных регионах страны местами выпадут осадки, возможны молнии. В остальных частях страны день пройдет без осадков, будет солнечно. Температура будет от 10 до 15 градусов, на севере прохладнее.